Добрый день, уважаемые зрители. Всем салам алейкум. Сегодня мы записываем подкаст с одним очень интересным нашим земляком, представителем братского татарского народа. Это Сиражитдинов Шамиль Курбангалиевич, а, аксакал наш, краевед, учитель истории. Долгое время работал директором Новобулгаринской школы. Мы в его работах ценим научный подход, честность его как ученого. За свой такой долгий, продолжительный творческий путь он издал несколько книг, посвященных истории своего родного села Новые Булгары. Также посвятил труды, посвященные истории появления здесь, проживания татарской общины Астраханской области. Ну, все остальное он сейчас нам расскажет сам. Салам алейкум, Шамиль Курбангалиевич, хуш келдіңіз. Пожалуйста, пару слов про себя, если можно. Я Сиражитдинов Шамиль Курбангалиевич, 46-го года рождения, родился в селе Новые Булгары, окончил семилетку, далее учился в русской школе, заочно окончил институт, исторический факультет, что подвигло меня к занятиям краеведением. Первый мой вход в эту тему состоялся в 1972 году, когда основатель села, учитель первый, Баширов Абдрахман из Татарии, написал свои воспоминания о первых годах существования нашего села, которое возникло в 1918 году. Я пошел к нему, он уговорил его, он прочитал мне свою рукопись в течение 2 дней. Я записал это все на магнитофон, а потом перевел на русский язык. И вот это стало основой и поводом или подтолкнуло меня к занятиям краеведением. Потому как я уже поступил в институт и думал, что должен заниматься краеведением, и стал записывать воспоминания старожилов, основателей. Тогда было много основателей села еще живы, которые родились самые ранние, значит, в 1873, то есть в 79-м, даже один в 69-м году, 869 году. Тогда они были живы. Я ко многим из них ходил, стал записывать. Вот так началась моя краеведская работа. Ну, пару слов про само село. Вы уже сказали, когда оно возникло, в 1918 году. Кто основал, почему такое название «Новые Булгары», с чем это связано? Ну и дальше мы разовьем эту тему Ну, немного. вообще-то начало селу положили 6 семей. Это были переселенцы из Казанской губернии. Они в 17 году, да, они жили до этого в 3 ногайских селах, наши жители. А в Это каких? Башмаковка, Яксатово и Карагали. Там еще были другие ногайские села, но оттуда ни один не переехал. Наши из Казанской губернии, они были большинство из сел, поэтому были земледельцами. И когда от неурожая, от голода они мигрировали сюда, в Астраханский край, то, конечно, поселились где можно заниматься земледелием, потому что они не горожане. А те, кто из городов, в частности, из Тетюшей, из Булгара, 2 семьи, они осели в городе, потому что культура другая, занятия другие. И вот эти 6 семей
осенью 17 года они поселились самовольно на землях, которыми владела Амина Камбулатовна Тимбаева Сагитова в замужестве. Это древний нагайский род, ведущий начало от Едигея. Княжеский род. Да, княжеский род. Мгм. Я с ними познакомился, они меня нашли. Я в 24 году к ним поехал и поговорил, посетил их. С тех пор у нас есть связь. То Вот. есть, то есть это земли были земли князей Тимбаевых, Да, получается, Тимбаевых, да? они До получили, 1917 года. да, они Мгм. получили ее за казацкую службу русскому царю в 655 году. Правда, там первый хозяин этой земли был не Тимбаев, но его зять Тимбаев, за ними, за Тимбаевым закрепилась уже эта земля. Наша территория всего 2200 с лишним гектаров, островок, Мгм. и на карте тогда называлась дача Тимбаева. Дача — это значит дают за казацкую службу, слово дать. Мгм. И по-другому назывались неофициально башмаковцы Сагитской землей по мужу владельца истинной Амины Сагитовой. По мужу. Тимбаев, да, Мгм. Тимбаева Сагитов по мужу. Мгм. Поэтому Башмаковской, в архиве башмаковцев назывался, я встречал такое выражение, «Сагитская земля». По мужу. Видимо, муж распоряжался судьбой этой земли, женщине это было неудобно. Ну да, понятно. А вот такой вопрос. Вы сказали, что 6 семей переселились. Они до этого потом, видимо, тоже подселялись, да, уже в следующем году, в Да, 18-м и так далее? эти были члены мусульманского полка Мгм. под руководством Туйбахтина. Туйбахтина. Мгм. Кстати, я с его дочерью был знаком, и от нее ко мне перешла фотография, ну, покажу попозже, Мгм. наверное, Мгм. приезда Тукая в 11 году в Астрахань, и с тех пор вот в ее семье это сохранилось у этой Гульчири Касимовны Туйбахтина. Туйбахтиной. После ее смерти эта фотография перешла ко мне. А Туйбахтин, он оказывал какое-то вот содействие в Да, оказывал, организации да, этого дело в населенного том, что пункта? все-таки, когда э, наши получили эти земли, ну, в общем-то, захватили фактически, Ну когда да, еще, самозахват. да, самозахват, застолбили, то эти земли арендовал житель Комаровки, Старовельского села, от нас Мгм. 6 километров, Да-да. в 3 километрах. Мгм. Ну, конечно, они были против. Время аренда проходила, нужно было заключить новый договор, и наши попытались этот договор сами заключить с хозяином. Мгм. Но в Казань они не смогли попасть. Две попытки были, но в Казань они не попали. В общем-то, не оформили тогда, самовольно захватили. А на будущий год уже советская власть в Астрахани победила в 18 году. И при содействии Туйбахтина, председателя мусульманского комитета революционного, он помог нам эти земли получить. А сам Туйбахтин, он Он из Татарии, из Татарии, из да? село Каргалок. М. Район я теперь не помню, он Мгм. оттуда. Это М. просветитель. Не случайно встречался с С Тукаем. Тукаем. Мгм. Понятно. А вопрос такой. Вот в 18 году, вы наговорили, в 17 году 6 семей устроили, так скажем, этот самовольный захват. В 18 году уже переезжает основная масса, да, И причем в жителей? один день. В один день, да? Они, в общем-то, в Карагалях где-то в апреле собрались. Что будем делать? Переезжать. Нужно придумать название. Мгм. Уже в Карагалях было предложено 3 названия. «Плод Октября», «Октябрь-Емеше», «Ислам» Мгм. и «Новый Булгар». Мгм. То есть Пора первое название Да, это да, революционное, второе мусульманское, мусульманское, а третье с чем связано? потому что они помнили историю булгар. Они же приехали с традициями, знаниями истории своего государства. Мгм. Что некогда было булгарское государство, а потом Казанское ханство. Это преемственность. Мгм. Поэтому, тем более, 2 семьи там были из Булгара самого, и тем более учитель оттуда был. Но по предложению Гали, ой, забыл фамилию, ну, человек обеспечен он был и имел домашнюю библиотеку,
ну, то есть образованный Ну, был. интеллектуал. Да, да, он предложил, и с ним согласились. То есть еще не переезжали, название было готово. А переезжали они в конце апреля или начале мая. Твердого нет. Твердой даты нет, но я знаю, что первый протокол сельского совета относится к 5 мая по старому стилю 18 года. Это 18 апреля, мая получается. Вот так вот они. Да, переехали они в один день. Лодки, моторку наняли, на буксире, едут со своим скарбом, самое первое, что нужно на месте, и думают, на месте построим обязательно школу, Мгм. мечеть. Мгм. Самое первое, что мусульмане нужно, мечеть, школа. Ну, тут им помогли. Да, то там и была драка с комаровцем потом, Мгм. но в конце концов при помощи Туйбаксина эта земля была узаконена за татарами. Потом приехал картограф, он разделил землю с комаровцами, Межевание да, сделали. межевание, и после этого уже противоречий больше с этими, со староверами не было. Мгм. Правда, там в уголке островка был неофициально существующий казахский аул, они были стали нашими союзниками. Интересно, вот что все-таки комаровцы пытались наших вытеснить, ну все-таки они захватчики. Ну да. Они пришли в село, большинство мужчин на полях работают, в селе мало кого, кто есть из мужчин, полными хозяевами были, убили чью-то собаку, котел каши съели, у кого-то разнесли ему жилище. Мгм. Тут наши подтянулись, началась драка в селе. Силы вроде более-менее равные. Вот интересная позиция Бахтимир через речку. Тогда вот это вот Бахтимир, это Село. э, да, село Бахтимир, было за речкой, Мгм. которая сегодня называемая Волга, это рукав Бахтимир. Это сегодня входит в международный транспортный коридор север-юг. Ну да, Еще рано. Волгокаспийский Вот. канал. Тогда еще речка узкая была. И вот Да-да-да. они, значит, с той стороны наблюдают, здесь драка идет. Они не выдержали. Во-первых, вот эта традиция стенка на стенку у них. Мгм. Да потом отношения у них с татарами сложились сразу хорошие. Они переехали, причем не на веслах, а на колах. Там тогда еще Волга была такая вот, Мгм. неглубокая. Неглубокая, да. Ага. Ну и погнали их. Ну, в общем-то, Ну, там понятно. и кровопролития были, одному отсекли кисть, кого-то покалечили, но это была последняя драка. То есть, получается, вы говорите, в Каргалях был такой небольшой совет, да, Да. этих, Это и причем секретно, чтобы никто ну из да-да-да. местных не узнал, Да-да. чтобы Комаров не узнали. А, кстати, нагайцы тоже, это башмаковцы, тоже арендовали часть земель. Им тоже не хотелось Тоже оставлять. не были Да, заинтересованы. да. Понятно. Но они помогли нам тем, что когда стали искать документы у себя В архивах. в архиве в Башмаковской волости, тогда был центр был, Да-да-да-да-да. они нашли, что эти земли мы арендуем. То есть Мгм. п- у нас, Не в в собственность. башмаковцев, нет притязаний к этой земле. Мгм. Понятно. То есть название связано с предками казанских Да, татар, с да, булгарами. предшественника Казанского ханства Булгарского царства, Мгм. которые разгромили эти вот М. монголы, Монголы, да. а потом Казанское. Понятно. Но слово «булгар» они сохранили. Только Ясно. «Новый Булгар». И так и писалось в районной газете «Новый Булгар», по-нашему «Янга Булгар». Янга был. А теперь уже совсем по-другому. Новые болгары, новые булгары во множественном числе. Я не согласен. Понятно. Но вот вы сказали, что до революции переехала, ну, из-за, так скажем, не очень хорошей экономической ситуации в Среднем Поволжье, большое количество такой вот бедноты, в основном из сельской местности, да, и вы говорили, что они в основном, род занятий их, это было земледелие. То есть Да, они приезжают сюда, климат в Среднем Поволжье, климат в Нижнем Поволжье совершенно различный, да, и приемы земледелия, к которым они привыкли там, и реальность, которая здесь их встретила, совершенно другие. да, дело в том, что в Казанской губернии, вообще на средней полосе, там багарное земледелие, то есть не поливное, а За зависит от счет дождей. осадков. Но Мгм. часто бывали такие засухи, или же еще плюс малоземелье крестьян, поэтому они мигрировали в низовье. Мой дед из Тетюшей
пешком пришел где-то за три неполных недели, пешком прямо от Тетюшей. И он из города, поэтому на Тьяково обосновался. А потом еще принимал 7 родственников, которых принимал, давал кровь, потом женил, Обустраивал. обустраивал. То есть это вот взаимопомощь Ну да, древняя да, да, стала, да, сохранили. да, да. А вот кто из сел был, сейчас вот я насчитал, я нашел 22 села Мгм, названия. Карашельме, мгм. там Сарман. Ахматеевка и другие, Мгм, мгм, то они из села. Конечно, они не будут жить на Тияке, в пригороде Астрахани. У них руки приспособлены к земле. Поэтому они пришли к нагайцам. мгм. Башмаков, Якшатова и Каргали. Но дело в том, что там крестьянской общины, и до революции там, Да-да. и крестьянской общины не запускает, во-первых, брака татар казанских с этими, Улаями. нагайскими с девушками, потому Мгм. что тогда придется это земле дать Да. пастбище Да-да-да-да. и пахоту и сенокос, поэтому земель им не давали. А тут Но они как, они по найму там работали, по найму да, работали, да? нагайцы арендовали часть земель там, и Мгм, комаровцы, и наши там работали. И смотришь, тут ни одного аула нет, кроме маленького казахского аула, мгм. население которого так вот меняется постоянно. Ну да, Где-то 15 землянки были. Мгм, Вот они думают, вот это, тем более они услышали, что хозяйка Амина Ханум, она желала, чтобы там жили мусульмане. мгм, Ну, наверное, тем более еще казанцы. мгм, И вот наши отважились самовольно захватить. Да, мгм, они пытались посылать к ней гонцов, то есть переговорщиков, чтобы купить. мгм. Но не получилось. То Понятно. гражданская война мешает, то еще что-нибудь. А вот, вы сказали, они, как в Среднем Поволжье занимались, багарным, да, земледелием? Багарное Здесь земледелие. какое земледелие? Здесь поливное Поливное. земледелие. Им пришлось освоить совершенно новые приемы выращивания сельхозкультур. Во-первых, поливное. Они освоили щегирный полив. Щегирь – это колесо, которое вращает лошадь Да-да-да. через механизмы. Ага. Даже некоторые научились их строить на заказ. А у кого? У местных нагайцев, конечно, у местных, потому что это древние, точно в Астраханском крае. Это щегирь давно уже существовал, в эпоху М, Хазар еще. Поэтому и терминология земледелия мгм, нагайская, я думаю. мгм. Например, перемычка в водогоне бегать. Водогон – это арык, делянка – это щиль. А между этими делянками, если там огурцы, что-то, которые пускать печь тыкву, Гряда. это аркасы, это Гряда, гряда, да. а мы называем аркасы. Ну нет, Спина. по-русски гряда, а по-ногайски арка, да, щиль на Да. аркаса, да. Щиль аркасы. Вот Или шыбык, говорят в некоторых селах этих. у нас есть щебок, а у нас этот гребень делянки, щебок называется. Сам Да-да-да. гребень делянки. Да-да-да, шибок. Между двумя щебыками, Да. или щебок раз, да, Да-да-да. там, получается, место оставляет для огурцов, для плетей М. огурцов, тыквы там еще, дыни и так далее. Большая карта, по-моему, называется это тахта. Тақта да, Тахта, да. тақта да, вот. Тахта, да. Тақтаның бір жағы бар, одна сторона, Да-да-да, да. посреди арок другая сторона. То есть это терминология Ногайская. местская, юртовская, ногайская, Да, она ногайская. проникла и Да, дело в том, что усвоена была зачем придумывать новые, когда уже есть булгаринцами. готовые. Поэтому это естественный процесс. Это не потому, что он татары или там нагайцы. Да-да-да. Это просто практично. Практично, да. Согласен. Согласен. У меня вопрос. А вот в 18 году, когда вот это село основывалось, оно было основано... Ну, среди основателей были в основном те, кто приехал с Казани, или уже среди взрослого населения были те, кто здесь в Астрахани уже жил, там несколько поколений, там 2, 3, 4 Ну, поколения? моя прабабушка жила в Осыпном бугре, Ага. но она умерла ко времени основания села. Она была известна тем, что очень хорошо пел, танцевала татарский танец Езнакей. Ага. И имени мы не помним, как Ага. ее помню как Езнакай Аби. А, И она носила молоко за 7 километров на Тияк мгм, одной дочери мгм, и другой дочери там мгм.
тоже, в общем, пешком ходила. И то есть, о чем мы говорим? Не, я говорю, поколение, вот Да, поколение, да. сколько поколений Есть, здесь уже было среди основателей? есть жители, которые приехали в 9 лет. Это было где-то в 1880-е годы. Самые ранние, кто приехал, это была Биби Сара. Она родилась в 1851 году. Ну, родилась она там, в В Казани. Казани, она переехала сюда. Приехала Да, сюда. и Всё, всё. она в этом списках есть жители Биби Сара. Самые старые. То Самые есть основная масса Основная это те, масса кто это родился в молодежь, Казани, но молодежь, приехали сюда и да, основали этот, да, как его, аул в молодые 17-18. семьи. Молодые Молодые семьи. семьи. Или даже не женатые. Мой дед Мгм. был не женат, он здесь женился на своей землячке Базыгуль-Ямал. М. Потому что у молодежи нет за душой ничего. Те, кто вот в Казанской губернии жили, Ага. они наследовали и землю, и дом, Да-да-да. плохо или хороший. А когда вот голод, неурожай, молодежь уезжала. Мой дед, знаете, почему приехал? Он, мама сказала, "Эгер де бир калякат атсам, если хотя бы карася поймаю в Астрахани, в рыбном месте, Карася? карася поймаю, А. калякат атсам, да, Ага. уже с голоду не умру". А. То есть их гнал голод сюда. То есть не от хорошей жизни И уезжали. да, это была миграция просто. Да, понятно, понятно. Вот вы сейчас говорили про бабушку, которая исполняла Да. определенный этот, Она как была его. замужем нагайцем во Ага, втором браке. ага, И 2 дочери были от казанского татарина. ага. Одна из них моя бабушка, другая уже по другой линии. То есть мы с вами сказали про влияние вот в плане Нагайская, да. земледелия, вот этой терминологии, земледельской терминологии на язык булгаринцев. А вот в плане вот другого, так скажем, нематериального, да и материального, материальной части культуры, да, было такое тоже влияние от местных нагайцев? То есть вот танцевальная, музыкальная какая-то это часть Да, культуры, в быту, например, те же вот эти, например, печи, нары, тахтамбит и так далее. Это все вот присутствовало среди да, в да, да. Они быту? привезли эту культуру, это да, частично, конечно, нагайскую культуру привезли с собой в новое село. Ага, Во-первых, Айшахан Мажитова, ага. она евреев по рождению, 10-го года рождения, из Башмаковки. Она с 6 лет уже играла на саратовской гармошке. А как-то она мне сказала, что я знаю, ведь знаю древние такие нагайские наигрыши. И прекрасно играла с 6 лет. Вот, Мгм. так что саратовская гармошка мы переняли от нагайцев. Местных, да. Казанскую губернию, я не знаю, наверняка этого Но там другая традиция. не было, наверное. Или Да, же да. был так очень редко. Но там, может, русское влияние было, потому что название саратовская гармошка. Ну, саратовскую гармошку вообще привезли немцы. Вот мы Ну, помним немцев по Волжье, да? Это вот оттуда. Но она вот в то время Саратов входил в состав, так скажем, ну да, 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 Астраханского, да, да-да. да. И поэтому это вот влияние, оно распространилось на многих народов Нижнего И Поволжья. русских есть эта Да, гармошка. русские – это калмыки, причем Да. калмыки, которые живут на востоке Калмыкии, так скажем, ближе к Астрахани. У них эта традиция. Потом среди нагайцев юртовских и карагашей. У всех групп, в принципе, юртовских, этих астраханских присутствует. У татар, которые это восприняли, так скажем, как вы сказали сейчас, через нагайцев. У туркмен. Вот это есть. Вот это есть. Это, ну, так скажем, местная астраханская Да, традиция, да, да, да. которая у каждого народа имела свои определенные эти, как его, особенности. Дело в том, что когда в 60 каком-то году, в 62-м, наверное, я выписал матери, у нас был проигрыватель Мгм. электрический, выписал я ей шарка-барка, пластинку. Да-да-да-да. Мать была так рада, потому что очень близко по пентатонике, очень близко к татарскому. И мы любим танцевать татарский танец под калмыцкую мелодию. И свои тоже любим. Не случайно мою бабушку называли Жинакеяби, потому что она хорошо пела, танцевала танцевальную мелодию, песню танцевальную мелодию. Так что это калмыцкое, это нагайское влияние. Шархабарха, да. Вряд ли через Калмыцкое. калмыков, потому что тогда контакта с калмыками не было. Ну, До революции мгм. калмыки, ну,
Ну, я не помню, чтобы Ну, кто-то среди говорил. юртовцев калмыцкие мелодии были популярны, танцевальные, Ну, да, само да, собой, да, да, да. да, Так и называют калмык бию, калмык ки и так да-да-да. далее. Шархы-бархы, Ага. да. Ну, они на свой лад произносили, Э. конечно, вот. А среди вот, как его, э, среди татар вот такие вы встречали эти, как его, древние жанры, как хушавас, узунжыр или исполнение вот этих эпосов богатырских, Нет, нет, вот домбру? этого совершенно не было. Может быть, Мгм. раньше они помнили, но когда я стал уже заниматься краеведением, это все-таки через сколько лет после основания села, это 72 год. Поэтому, э, во-первых, об этом я не знал, Мгм. об Мгм. этих контактах влиянии. Мгм. Не мог спрашивать, потому что по Мгм. незнанию. Мгм. Может, она что-нибудь сказала бы, или старая женщина, которая Мгм. играла. Но этого у нас совершенно нет. Это просто я слышал это, читал это. Может быть, только я знаю об этом сейчас. Тем более другое поколение татар в Чили. Да. А вот традиция исполнения игры на дамбре, Сейчас на уже колкобузе вообще это была среди татар? не было, только Не один было. казах играл на дамбре, сам Казахи делал играли, да? он. Мгм. Это был ученик Нурпиисовой, Дины Дины Нурпиисовой. Нурпеевой. Это Уздюалиев Кабдиш. Мгм. Мгм. Габдуллах, вообще Кабдиш, это и Кушамат. Сокращенно, да. Да. Сокращенно. Понятно. Понятно. А как вот есть такой праздник, его связывают именно с татарской культурой, хотя он есть и у башкир, это Сабантуй. Как он в Астрахани появился вообще? Ну, Или он знаете, всегда здесь был? я вот об этом я не знаю. Ага. Наверное, все-таки проводили, ведь татарский, чисто казан татарских сел Сел, так. немало. Ага. Если с севера взять, это Каменный Яр, Курченко, Ага. Канга, Кучерановка, Ага. э, Янгаскер. Янгоскер, линейные, то есть это каменный, Мгм. Туркменка и Курченко. Ага. Это Вот эти Нариманский села, район. да, это я знаю. Мгм. И больше после нашего села, которое вот других татарских сел не возникало. А наше село единственное в Украинском районе чисто казанско-татарское село. Мгм. А там кто живут? Вот в перечисленных вами селах? Там Ну, татары или мишары? Я имею в да, виду казанские татары или где-то, миши? по-моему, всё татары, потому что это вот, каменные ярцы — это они с Тюшинской, Буинской страны. Ага. И, в общем-то, мишарей, когда переезжали, Ага. тут я почитал, у меня вот, список нашел я в архиве, 91% были казанскими татарами, Мгм. а 9% — это мишари сызранские, Мгм. лет 8 малохвалынских, пензенских тоже мало, Мгм. но есть. Это вот Яваевы 2 семьи. Кстати, их потомки я женился, вот, моя супруга Мгм. по матери, она мишарка. Ясно. А их, так скажем, история переселения с чем связана? Вот вы с вашими односельчанами вы уже нам рассказали причину. У них такая же причина? Да, потому что Сызрань-то, в общем-то, недалеко от этого, и одинаковые, наверное, экономические условия были. Ага. Тем более, начало 20 века было очень таким неспокойным. Мгм. То одна революция, то одна война, то мировая война, то ли большевики пришли к власти, то ли удержаться, не удержаться. В Мгм. общем, это была суматоха. Начало этого века было очень тяжело в экономическом и политическом отношениях. Поэтому население, в общем-то, мигрировало Мигрировала. к там, где рыба есть. Где хорошо, Да, где там, спокойней. где спокойнее, И где, где можно поймать и где карася, сытно. условно говоря. Где сытно, да. Да, тем Я- более наши освоили местный способ добычи рыбы — Ага. котца, котец. Ага. Это плетеная снасть из ивняка. Ну-ну-ну. И вот Как корзинка наподобие. она корзинка с подводящим крылом. Да-да-да-да. Кстати, этот материал я снимал и отправил куда нужно, и он признан нематериальным духовным наследием М. народов Юга России, М. который курируется ЮНЕСКО. М. И сертификат у меня есть. Интересно, да.
Так, ну по Сабантую что у нас? Сабантуй, знаете, Сабантуй в первые годы не проводили, где-то 4-5 лет, потому что нужно было обустраиваться. А обустраивались они первые, что сделали, летом они жили в шалашах в 18 году, когда приехали, Мгм. сразу распределили земли, сенокосы и стали работать, а жили в шалашах пока. Мгм. Но к осени нужно было строить дома. Самые быстрые и теплые – это землянка. Мгм. А там небольшой казахский аул, устройство землянки, они у них подсмотрели, Мгм. может, они чем-то помогли. Мгм. Так что вырыли землянки и в них стали зимовать. Мгм. А землянка, она бывает углублена в землю на 2 метра, Мгм. стены внизу, или же на метр, на 1,5 метра. Интересно, печь они ставили, знаете, как казахские печи. Мгм. Это длиной 2 метра, шириной буквально около метра и меньше, может быть, Мгм. с половины свода, небольшой свод, потому что полноценный свод – это только в печи такой. Да-да-да. Это печь казахская. Мгм. Там котел, над котлом на потолке окно, Мгм. чтобы готовить было. А потолок, он же и есть кровля. Мгм. То есть камышом перекрывали, забрасывали землей, оставляли окошко, вход с южной стороны, вниз спускается. Если глубоко лестница, если не глубоко, то пару ступенек. Небольшая прихожая, смотрит дверь на юг, Мгм. потому что оттуда задувает весь север. Да-да-да-да. Да. На буграх, где некоторые сели в низине. Мгм. Ну, на буграх сели, знаете, кто побогаче, потому что им и огород не нужен, а для бедняков огород – это первая, в общем-то, выживаемость. То есть своя, там, тыква, свои помидоры, свои огурцы, в общем-то, для Картошка. стола, не для продажи. Мгм. Поэтому богатые могли поселиться на буграх, там у них и ледник, и скотина, и всё Мгм. есть. Мгм. Есть были состоятельные, а большинство решило сесть, строиться в низине, Мгм. поэтому пришлось обваловывать село. Ну и в каком году провели первый Сабантуй? Первый сабантуй, когда уже где-то лет 5 уже они освоились, более-менее так обжились, в 23 году. Мгм. В этот день, да, в этом году, наверное, еще раньше, некоторые же были из Тиека, Мгм. Царева. Они там свои знакомства имели, поехали в город, договорились с Абдрахманом Умеровым, Мгм. он там за муллу, там старший, Да-да-да. он разрешил взять, разобрать один из пустующих мечетей, одну М. из Разобрать? разобрать и М. перевести. Наши поехали всем селом, разобрали, пронумеровали, привезли там плашкауты, наняли пароход, ну, моторку, наверное, привезли, поставили мечеть, Собрали её обратно. собрали мечеть. И 1 мая 23 года, по старому стилю еще, был проведен одновременно с Сабантуй. В Мгм. этот день установили манару, Мгм. повязали казанские косе, это полотенца вышитые на А, манару. ага. И мулла Ильяс Салихов, и Салих Ильясов стал муллой, и у нас появилась мечеть. И в тот же день провели Сабантуй. Первый Сабантуй – это 1 мая, это 5 мая по старому стилю, 18 мая по новому стилю прошел в селе Сабантуй. А потом что, А потом, история Сабантуя да, какая у ближе, нас? наверное, война прервала эту Мгм. традицию. Мгм. После войны тоже была, в общем-то, разруха. Ну, Мгм. не до Сабантуя было. Да-да. Но в 1955 году к нам приехал очень энергичный представитель колхоза. Мгм. В 1958 году он организовал Сабантуй. Мгм. Первый уже после войны. Мгм. С его уездом в 1962 году традиция прервалась. Мгм. И вот в 1988 году, когда селу исполнилось 70 лет, Мгм. я решил, что нужно, как краевед, нужно восстановить традицию. Возродить, да? Пошел в правление колхоза. Не, денег нет. В общем, против руководства. Пошел в гараж, говорит: мужики, в этом году будет Сабантуй.
Все, я больше ничего не делал. Они задолбали правление. Правда будет Сабантуй, правда будет Сабантуй. Сдались. И Сабантуй мы провели. А вот А на следующем году, по нашему примеру, в 89 году, прошел первый областной Сабантуй. Причем организовал его зав. Отделом культуры Нариманского района Марат Фатхулин, с которым я учился 3 года с лишним в культпросвет-училище. То есть за одной партой мы сидели. Получилось так, что я первый провел в Булгарах Сабантуй, он провел первый Сабантуй областной на Нариманском районе. То есть до 89 года Областного Сабантуя не было. Эта традиция была в Новых Булгарах. Да, потом... В 23 году, в 21 году впервые провели в Новых Булгарах, потом после войны 50 какой или 60? 58 год. Да, до 62 года это была, так скажем, лет 5, да. как его, инициатива председателя колхоза, а потом уже вот в 88 году вы эту самую традицию опять в Булгарах именно возродили, восстановили, и только в 89 году это вышло на областной уровень. Да, именно так. Только в 89 году, понятно. А вопрос такой, вот... По поводу праздника мы выяснили Сабантуя. Еще какие у нас эти взаимные, так скажем, влияния были? Амиль это какая традиция? Это уже... Нет, понимаете, наши приглашали на Сабантуй нагайцев. Нагайцы приглашали наших туда. Да. Дело в том, что там скачки есть. Да. У всех лошади есть. Да. Они же наездники. И наши, наверное, тоже имели лошадей, тем более пахали сеяли, само собой. Поэтому приглашали на скачки на Сабантуе. Это приглашение одновременно и присутствовать на празднике. Русские приезжали, русских через речку приглашали. Из окрестных нагайских сел приглашали тоже гостей. К ним ездили наши. Поэтому у них это в марте месяце это был. Да, в марте месяце. Амиль. Кстати, казахи до сих пор 14 марта, не 21, 14 марта у нас каждый год проходит. Навруз? У кого-то дома Навруз мы собираемся. Я обязательно там присутствую, потому что казахи приглашают их на Сабантуй, они нас 2 раза по телевидению приезжал, снимал сюжеты. А вот сейчас вы затронули отношения с соседними народами. Вообще среди булгаринцев традиция смешанных браков, как она вообще? Первое время это осуждалось. В частности, после войны Абдулин Шавкат, сын учителя, он работал в Ахтемире, он женился на русской. Татары не пришли. Осуждалось. Моя бабушка пошла, она была вдовая, у нее не было нечего было им подарить, но она присутствовала. Но осенью зато принесла целую корзину свеклы, тыкву, еще что-то набрала, то есть отблагодарила. А потом потихонечку уже пошли заключать межнациональные браки. Первые это были казаки и татары. А потом уже чаще стало. Вот сегодня мои 2 сына и дочь. Дочь замуж за русским. 2 сына женились на русских. И в их доме Шамаил соседствует с иконой. И я считаю, что это не осуждается сегодня. Я считаю, что это, в общем-то, взаимосвязь, взаимообогащение 2 наций. Это способствует дружбе. Потому что вот СВО показало, что как бы ни говорили, что, может быть, в России или в Советском Союзе не было дружбы народов, оно есть. Потому что первые, кто нам помог в драке с комаровцами, со староверами, бахтимирцы были. У нас у каждой семьи были свои знакомые. Это Ашахан Мажитова. Ее отец приглашал Безверховых оттуда. Вот они приезжают к нам на татарский праздник. Ураза байрам, Курбан байрам. Отец запрягает, значит, лошадь, украшает ее, сажает гостей. Девочка маленькая играет на саратской гармошке, и на 2 села звучит татарская мелодия. Саратская гармошка, она очень звучная, но они приглашали наших на свои праздники русские. То есть сразу сложились отношения хорошие. Добрососедские. Нам
вдалбливали, когда я учился в институте. Царизм – это тюрьма народов. Там, в общем-то, и угнетали, кто кого угнетал. Э, Но наши истории говорят о том, что у нас были отношения с русскими нормальные, с нагайцами нормальные, с казахами нормальные. И когда к нам стали приезжать другие нации жениться, мы их приглашали, то есть принимали нормально. У нас даже сейчас 2 украинца есть в селе, семьи, ну, женились на наших. Ну, знаете, нет отторжения. Ну, Хотя конечно. на Украине мы воюем там с ними, а здесь отторжения нет. Ну, у нас вообще в Астраханской области отношения с А соседними народами добрососедские, нормальные. Все друг друга понимаем. знаете что, я, конечно, не специалист, но я вот думал, знаете что? Это, наверное, от монголов шло. Когда монголы завоевывали, они не были против любой религии, потому что они боялись и чужих богов. И у них была веротерпимость. Она, видимо, передалась и Руси. То есть это ордынская традиция. Наверное, да, передалась и Руси, и татарам, и всем. Когда к нам приехали в 1957 году калмыки, которых реабилитировали, Мгм. они у нас жили, нормально жили. И отношения были А хорошие. вот в школе родной язык преподается? Нет, родной язык. Я закончил семилетку в 1961 году. Мгм. В 1962 году татарскую школу закрыли, не закрыли, а и переименовали, Мгм. переобразовали в русскую восьмилетку. Мгм. И когда я стал работать в школе в 1969 году, дети в перемену говорили на татарском. А когда я учился русский язык, учитель с русского языка объяснял это задание нам Это по-татарски, потому что не ухватывали мы Да-да-да. ни эти глаголы, ни все, потому что, ну, мы же, у нас разговорный, то есть словарный запас был очень бедным. Да-да. И, знаете, в детстве я помню, когда сидел на базаре, торговал огурцами, одна женщина русская говорит: ну, ты продаете огурцы мне по дешевке, ведь сосохнут. Я говорю: нет, мы будем, как там, солить будем. Я был так доволен, что это слово или вспомнил, или придумал. Вот это вот незнание русского языка, когда уже учился даже в русской школе, Мгм. это очень мешало, и дети же смеялись. Мгм. Мы же, для нас, знаете что, вот даже директор школы, это Гализяпай, Мгм. это Джуманова, это сестра, получается, Раиль Хамович. родственница. Ага. Она была директор школы, она говорила учителям так, но я услышал не от нее. Вот девочки учителя, не понимаю, воробей в клетке и воробей на клетке. Мгм. И мы тоже могли говорить, человек сидит на тюрьме, не в Мгм. тюрьме, на тюрьме. У нас не было в и на разницы. М. А сейчас вот э, причина того, что не преподается родной язык, в чем? Нет, так скажем, заинтересованности со стороны ну, населения, или же нету какой-то вот материальной и прочей Нет, это базы? В чем совершенно связано? другая причина. Мгм. Татары, окончившие 7 лет, семилетку, Мгм. им было трудно поступать в русские учебные заведения Мгм. в Астрахани. Значит, им путь закрыт к образованию. Мгм. Наиболее способные, когда переходили, то есть после 4 класса, они переходили в русскую школу, их могли посадить и в 1 класс снова, Ну да. и во 2, и в 3. Редких, кого сразу 4. То есть человек в 4 классе учился 2 Но года, это в какие получается. годы? Это 50-е годы. Нет, я про современную ситуацию говорю. Сейчас. Современные, знаете что? 80, где-то в 87 наверное, году пошла мода на восстановление татарского Да. обучения. Общее собрание родителей. Тогда приходило много, и детей много Мгм. было. Я предлагаю ввести факультативные занятия татарского языка в школе. Мгм. Знаете, кто был против? Самый старший из тех, кто пришел, это дедушка моих учеников. Мгм. Он против, потому что дети не могут поступать. И когда, знаете что, я поставил на голосование, ну что, будем вводить? Один человек поднял. Мгм. Кто против? Никто не поднял. Ну, неудобно было им Мгм. передо мной, что я не знаю. И это один голос я превратил то ли в 100 голосов, ну, в общем-то, я подделал этот вот протокол, Протокол. отправил в район. И у нас несколько лет после меня образование татарского, то есть факультатив на татарском языке был.
Потом прикрыли. Нет желающих. На рубеже 2000-х годов одна моя ученица, бывшая, окончила, ну, не знаю, заочные курсы при пединституте Мгм. татарского Мгм. языка. Мгм. Несколько лет преподавала. Среди них была только одна татарка. Потом желающих не стало, и теперь она не преподает татарский язык, даже факультативно. То есть Это, село, это наша беда. я понял, село татарское, Село татарское, этнически проживают именно представители татарского этноса, да, и среди них нет заинтересованности в изучении а, родного да, литературного да, татарского языка, потому да? что поступать надо. Понятно. А вообще вот такой вопрос. Вот вы, как и сам этнический татарин, как знаток своего родного языка, э, язык, на котором говорят вот даже те вот соседние села, как Каргали, Иксатово, Башмаковка, там язык, он отличается от языка литературно-татарского носителей? Отличается, да? Конечно, отличается, потому что буквально в этом году, где в больнице, у меня все Мгм. глазами было, Мгм. я слышу нагайскую речь. Мгм. Девушки, ну, женщины Мгм. молодые, Мгм. на чистом нагайском. Я такого не слышал раньше. Мгм. Это было так приятно слышать, что они на своем языке говорят между собой. Они меня не Мгм. видят. Я, в Мгм. общем-то, случайный свидетель. Нет у нас теперь нагайского влияния. Мгм. Раньше еще моя бабушка могла, моя свекровь могла говорить «гуй». Вот. Мгм. О. А теперь и этого нет. Тем более татарский язык мы уже не знаем. Говорим Теперь дети по-русски. переходят. Вот те, кому 10, 15, 20 лет, они уже по-русски объясняются, потому что сложные предложения, понятия Мгм. на татарском они не могут выражать. В общем, даже 50-летний переходит татарский язык, будь то в семье. Только люди моего возраста, чуть моложе, может быть, нету семьи, говорят на чистом татарском. Но когда нужно что-то объяснять, мы автоматически переходим на русский язык, когда, в общем-то, затрудняемся что-то объяснять. Понятно. Это беда наша. То есть язык вот этих самых жителей вот этих сел, он пусть, так скажем, родственный, но другой. Да, ну да, но дело в том, что они ведь не случайно на гайских селах, потому что это родственный язык. Не случайно, тем более земледельцы, и эти земледельцы. И они там нашли кров. Мгм. Мгм. Вот сейчас среди, ну, так скажем, никому не секрет, мы про это тоже говорили, вот этих самых юртовских, нагайских селах, вот вы в силу географии больше общаете, знаете вот эти села Башмаковка, Мгм, Каргали и мгм. Иксатово, но кроме них все пригородные села Приволжского района и несколько сел Нариманского района, я их перечислю просто, это вот а, Три протока, Килинчи, это Кулаковка, Осыпной бугор, это Солянка, это Биштубе, Биштубиновка, да. Ряд сел уже, они в составе города Астрахани, те же самые Аргатьяк, Баргатьяк, Мгм. это Казаул, Мышаик, это Семиковка, Сямакаул, Янгаул еще. Они вот были основаны, и там основная масса живут или и жили, и живут, это юртовские нагайцы, ну, нугайлар, как вы говорите, да. В них, в этих селах сейчас, некоторых, так скажем, селах идет уже вот такой как бы интерес к возрождению своего языка, своего диалекта обратно, то есть чтобы на нем говорить и так далее. Потому что в этих селах с 60-х годов до 60-х годов, а потом, вот вы говорили, мода пошла в 90-е годы, в качестве родного языка Татарский преподавался, язык. да-да-да, литературно-татарский язык. Но сейчас мы с вами, как носителем этой традиции языковой татарской, вы сами подтверждаете, что это язык, пусть родственный, но это разные языки. Поэтому сейчас стоит такая задача, чтобы тот самый юртовский диалект нагайского языка сохранить, чтобы его использовать, зафиксировать его, он не зафиксирован. Кроме Арсланова, с которым вы тоже были знакомы, он приезжал, вы с ним Общались мы, да. общались, как бы он вас опрашивал, да, в рамках своей работы.
Этот язык никем не изучался. И сейчас вот эта фиксация идет. Вы как смотрите вот на эти тенденции к тому, что люди хотят свой язык, так скажем, изучать, популяризировать, фиксировать и так далее? На эти процессы как Ну, вы вы смотрите? знаете, вот эта проблема вообще не интересовалась, потому что у меня совсем другая проблема. Это чисто история, культура своего народа, Нет, своего села. ну, я Я понял, понимаю, я понял. понимаю. Да-да, Ага. это я понимаю. Мгм. Но если кто-то хочет восстановить свой язык, у нас на это есть свобода. М. Если это получится, значит, это получится, не получится. Но как-то вот эта проблема, я не погружен в эту проблему, понимаете? У меня нет такого, что твердого да или нет. Но я не против, например. Пусть Ну, если изучают. такие же процессы начались бы среди вот ваших односельчан, вы это поддержали бы? Ну, я имею в виду по сохранению вот и популяризации литературно-татарского языка Конечно, родного, само собой. само Нет, собой. собственно, я и поэтому подделал протокол-то, М, пошел на нарушение. Но тогда все равно бы они, если даже один голос они ввели бы, мгм. тогда была такая мода, потом Ну она да, прошла. да, 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 Но да. дело в том, что, да ради бога, конечно. Вот вы сегодня упомянули во время своих, так скажем, предыдущих ответов Равиля Тимухамедовича Джуманова. Вы с ним тоже Общался я с ним, общались, да? общался с ним. Ну да, он, да, ярый сторонник, насколько помню, восстановления нагайского языка. Я у него был в гостях, он у меня был в гостях. Его родственница, получается, у нас директором школы была. Да, Но сестра дело его. в том, что в Башмаковске я встретился с такой ситуацией. Я там сдавал помидор, Мгм. Да, да, у да. меня парники были, 20 соток помидор там Мгм. привозил и останавливался у местных жителей. Ну, подружились, тем более жена была из нашего села. Мгм. Ну, я по привычке их называл нагайцами. М. Они, оказывается, обижались, потом высказали мне через кого-то. И теперь стал я очень осторожным в этом отношении. Даже вот сейчас выражать, А это в какие годы было? я сейчас скажу, 90-е годы, 90-е, да? начало, это нулевые годы, 90-е Но это годы. в основном, наверное, поколение тех, кто послевоенные уже. Не те Ну старики, да-да-да, которые... они д- так и объяснили, говорят, пот- мы же, у нас, да, деды у нас были эти Нугайлар. нагайцами, но теперь мы казанские. Но я опешил, потому что я просто поступал не тактично, бывая у них, не знал Да, такой понятно. проблемы, что кто-то за татарский язык, кто-то за нагайский язык. Эта проблема, видимо, вам более близка. То есть деды их, Он так, им говорили, что они да, 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 Нугайлар, да, а это наш, поколение внуков да, уже да-да, это этого вы, стеснялось. да. И Понятно. причем они обиделись на меня, Я и понял. было бы мне так неудобно. Ну, как у нас есть такая поговорка, я не знаю, в татарском языке есть это, у татарского народа есть или нет, «Бітін бәлә бәндәттан», как его, как это, ну, от неграмотности, так скажем. Все Э, беды от неграмотности, э, «бітін бәлә наданшылықтан». ну, Вот, есть такое выражение. Поэтому наша задача эти как бы этот дефицит информации снимать, восполнять его. Я еще знаю, что вы своей, так скажем, краеведческой, ну, прям скажу так, научной деятельности тесно имели контакты с Виктором Михайловичем Викториным, да, с нашим известным да. ученым, кандидатом исторических наук, этнографом. Он как вообще повлиял на вашу деятельность? Понимаете, во-первых, когда я начал заниматься этим краеведением, я оформил 2 альбома по истории. Ну, в общем-то, курс для юных Краеведов. краеведов со всеми этими фотографиями, и сейчас там история чешского, татарского, Булгар, история татар и так далее, Казанского ханства, и первые поселенцы, и все. И в одно время ко мне обратился корреспондент районной газеты, и взяла мне материал, напечатала. Виктория это прочел Мгм. и приходит ко мне в школу. Познакомились. И с тех пор мы с ним сотрудничали. Причем вот у меня всего 6 книг издано по истории, культуре нашего села. Вот одна из них, это «Воспоминания». Тут больше 200 страниц. Мгм.
Есть очерки по истории села. Да, да, да. Здесь вот Это к столетию история, издавался. да, история моей семьи, это Шережей и так далее. И вот, ну и другие книги. Мгм. Он ко всем книгам написал мне предисловие. И когда Рецензии, я да? пошел свои документы, свои архив сдавать в архив, то есть сдавать в архив, первый вопрос был: вы кто такой и знаете ли вы Викторина? Мгм. Я им представил: я знаю, вот у него везде предисловие Викторина. Тогда без слов они мне приняли все документы, 200 с лишним. Викторин подсказывал, помогал, Мгм. предисловие писал. В общем, это была для меня поддержка. Тем более первые мои выступления на конференции научной, это было с подачи Викторина. Дело в том, что я в шестом году, да, в 2006 году вот выпустил небольшую брошюру «Пословицы, поговорки села татар». Можно? Села Новой Булгары. Ага, И вот он говорит: слушай, скоро будет конференция в вашем районе, ага. так, межрегиональные. Выступишь, я дам тебе слово. И я Мгм. выступил. И мое выступление было, в общем-то, для них какое-то откровение, потому что я потом не стал дожидаться итогов, я и не знал, что там итог подводит. Ага. Сказали, что это какой-то, в общем-то, самородок. М. То есть вот и настолько им это понравилось. То есть вы были открытием для Для них этого было открытием, мероприятия да. Тем более я, знаете, как научного? закончил свое выступление? Я говорю: знаете, какая разница? Там был Ярешка из Саратова, профессор, Мгм. известный, и Мгм. другие, ну, и всех я не знаю, Хрущева, профессор этого консерватории, Мгм. Викторин, другие. Я говорю: знаете, какая разница между пьяницей и алкоголиком? Они говорят: не знаем. Пьяница — человек, кто хочет пьет, не хочет не пьет. Мгм. Алкоголик хочет пьет и не хочет тоже пьет. Так вот, я только как тот алкоголик, который захочет записывать эти пословицы, поговорки, не хочет тоже записывает. Мгм. И закончил таким вот выражением. Я понял, что попытка собрать весь фольклор — это все равно, что постараться выбить последнюю пылинку из старого ковра. Мгм. Ты трясешь в пыль, а весь фольклор не соберешь. Это моя была практика. Они были очень довольны вот такой вот концовкой вот этой, моего выступления. С тех пор я стал выступать на конференциях. Как сказал Викторин, вас заметили, Мгм. то есть способность выступать наряду с этими учеными. В этом году была еще одна конференция. Так что в году раз, 2 раза, может, В меньше. Краеведческом музее последний мы Краеведческий с вами музей, да, встречались там. раз-два бывает, иногда Да-да-да. 3, иногда ничего не бывает, но даже меня приглашали в Якутию, но далеко не поехал на конференцию. Но смотрите, сейчас какие вообще, так скажем, проблемы вы видите в, жизни, татарской общины Астраханской области? Вот это какие? Вот Это сохранение языка, это культуры, что стремительные там? потеря истории, культуры, фольклора, языка. Это, в общем-то, хорошо, это 3 села там на Лиманском районе, они рядом, это многочисленное население там. Мгм. А в нашем селе сейчас меньше 150 татар. Мгм. Э, Нет около 150 местных из числа русских, казахов, татар. И чисто татарских семей молодых практически нет, кроме одной семьи. В М. школе только одна ученица, сейчас она, наверно, где-то в 5 классе, чьи родители татары казанские, Мгм. оба, Мгм. Мгм. а остальные из смешанных браков или же русские или А вообще, я понял. А вообще вот, этническая, так скажем, идентификация по, ну, народной традиции или даже по религиозной традиции, она какая? То есть, этническая идентификация, она же по отцу идет? Или как? Вы Вы щ знаете, у нас как-то, в общем-то, такие вещи, Мгм. язык отца, язык матери, у нас, в общем-то, забывается даже это понятие само. Потому что если уже 50-летние говорят на русском, Мгм. я помню однажды с своим почти сверстником, у меня на 3 года младше, это еще было, наверно, где-то 80-е годы, они оба татары,
между собой в компании стали разговаривать на русском, как дома. Мгм. Я сделал замечание, мы стали с тех пор врагами, потому что он возмутился настолько, почему я не имею права говорить на русском, забывая татарский язык. Я говорю: «Ну ты же татарин, она татарка». Вот на этой основе мы поссорились серьезно. А то сосед мой с детства. Понятно. А со стороны вот, общественности, ну и руководства, Республики Татарстан, ни для кого не секрет, есть у татар есть своя республика, такая, мощная, развитая и так далее. Какая-то вот помощь идет для астраханской Вы или татарской знаете, общины? редко ну, бывает, что через татарскую предуслуг какие-то Но это хоть астраханское отделение, это литература астраханское, да. дается. Мгм. А из Казани, что приехали, поговорили на эту тему, выступили, объяснили. Но концерты бывают очень, очень редко. Ну, Но концерт — это концерт, в селе а я имею в виду вот нет такого общения, чтобы контактов нет. нету, да? Я только единственное, что делал, когда ездил в Казань, я заносил им книги в Центр татарской культуры, Центр татарского фольклора, государственный центр. Мгм, мгм, Или же в 24 году поехал в Казань и по институтам Марджани, университет Казанский, там при нем еще институт есть, мгм. им раздал свои материалы. И теперь вот, наверное, в этом году поеду опять в Казань, обещали пригласить меня на юбилей одного из институтов. Я приготовил материал по этнографии, где-то ну, где 27-28 тем разработанных, в большинстве фото и видео есть тексты. В общем, материал по этнографии больше 200 гигов, 200 гигабайтов. До сих пор обрабатываю, вылизываю, чтобы повести в уже готовый материал. Какие темы? Скотоводство. Как мы земледелие, очень большой материал там, потому Мгм. что всё-таки земледелие и скотоводство — это, в общем-то, сложное понятие. Виды культур, переправа через Волгу, состояние языка. Ну, в общем, одним словом, все мои наши проблемы, они в этих 20 с лишним темах, они заключаются. И мне хочется их все вручить ученым, чтобы после меня они не потерялись. Да. Ну, вот мы сегодня с вами поговорили довольно многие, так скажем, пласты, истории Обсудили, да. обсудили, да. Мы видим, что, вот та небольшая, так скажем, ну, относительно небольшая община, предков булгаринцев, которые здесь, в нашем регионе, нашла, себе, так скажем, место для Жизни. жизни, да, новую, так скажем, родину обрела и так далее, да, имела добрососедские такие отношения со многими Со со всеми. всеми народами, да. Мы обсудили, что вот в частности в быту, в вот этих традиционных занятиях было взаимное, ну, больше проникновения со стороны нугаев, ну, нугайской, так скажем, традиции, культуры. Это первые Да, годы. да, да, первые годы. То есть вот вы сейчас Сегодня уже этого нет. вы поднимали вопрос по приемам земледелия, по быту, Терминологии терминологии, да, да, которая земледельской. используется, земледельческая, да и бытовая, вот эта нагайская печь, нугаймищ, да, Мгм. там еще определенные какие-то моменты. То есть это показывает, что булгаринцы, они органично, так скажем, Вписались. вписались, да, вот в эту мозаику, значит, народов Астраханского региона, является одной из уникальных таких групп, которые проживают в нашем регионе. Народы, которые здесь живут, они в силу общения друг с другом взаимно обогащаются, но при этом мое вот мнение — это не терять своей самоидентичности, то есть сохранять свой язык, пытаться сохранять свою культуру, свои традиции, и это все передавать будущим своим поколениям. Ваше видение на будущее, ваше пожелание своим, так скажем, ну, ам, односельчанам, своим как бы
милләтчеләргә, как скажем, да, по-татарски, если говорить. Ну и нугаям нашим. Какие ваши вот пожелания конечным, так скажем? Вот Вы мы знаете, подходим к концу нашего общения. я думаю, что нужно нам осознанное понятие, потребность сохранить свою культуру, язык, искусство, культуру, э, наследие предков, знать их военные подвиги, учесть в каких войнах и современно, в общем-то, сейчас вот я веду современную летопись 19 года, Мгм. события. Мгм. В основном упор там на СВО. Мгм. И я имею связь с одним из участников, который мне послать временами ну, некоторые фотографии, которые разрешены. То есть Да-да-да. я сразу говорил, что ты не посылай то, что я могу опубликовать. Мгм. Потому что там все-таки какие-то Ну, информации нужны. секретность есть там, да, Не своя. нужно Да-да, общая информация. конечно. Вот когда он приезжает, я с ним беседую. Или кто приезжает тоже раненый, тоже с ним беседую. Как одним словом, надо нам сохранять то, что мы переняли от своих предков. Знать историю своего народа, историю России, то есть историю своего народа в истории России получается. И, конечно, крепить э, между ними связи, дружбу. И в этом отношении нам повезло то, что Астраханская область – это пересечение и Шелкового пути, это близость к Средней Азии и к Ирану. Ведь, Кавказу. да, от Кавказа и Ирану, потому что мусульманство мы получили хоть и от булгарского, но ведь иранское влияние там большое было, арабское влияние большое было. То есть все это нужно сохранить. Но экономические условия сейчас таковы, что села, колхозов нет, работы нет, люди выезжают. Вот мои дети все выехали из села Идет миграция. и женились, Идет миграция, да, да, и обратно? женились уже в силу условий на русских. Замуж вышла за русского дочь, два сына с русскими, с русскими женщинами живут. То есть здесь уже объективные причины подталкивают к тому, что мы растворяемся, свою культуру теряем. Мгм. Хотя вот я стараюсь всеми силами записывать. Успел записать очень многое. Мгм. Вот вспоминания. 6 книг у меня на разные темы. А уже информантов, которых было больше 150, Нет живых. большинства нет. А у молодых спросить, ну, это я и сам знаю. Ну да. Ну, спасибо за сегодняшнюю беседу, спасибо за то, что вы приехали, а, рассказали много очень интересного. Надеюсь, да, я хочу пожелать вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, закрепить, если, конечно, у вас получится, весь вот этот багаж, весь вот этот научный, так скажем, багаж в форме какой-то вот монографии, которая бы была бы выпущена. Это будут очень объемные, вряд ли кто, я такие деньги найду. Ну вот, и, возможно, найдутся среди местных татарских там меценатов и так далее люди, которые, может быть, все-таки выделят средства и поддержат своего такого заряженного идейно краеведа, который, ну, весь вот этот свой жизненный путь, посвятивший изучению и сохранению истории и культуры общины, татарской общины Астраханской области в виде вот такой монографии. Ну, если не получится, тогда, возможно, другие спонсоры найдутся. Но все, как говорится, в руках Всевышнего. Поэтому а, надеюсь, эта встреча с вами не последняя. Может быть, может быть. Будем ждать обратной, так скажем, реакции со стороны зрителей. Они, может, что-то там предложат, да, Но какие-то темы. все-таки насчет монографии я думаю, что не осилю уже, потому что все, что нужно, вот здесь в этих книгах есть. От музыкальной культуры, от традиций, от легенд, от такмаков, от свадебных обрядов. Ну, в общем, буквально я старался охватить буквально все стороны, даже экологии. Мгм.
даже экология. Так что я не знаю, ну, у меня сил не хватит, наверное, на монографию. А учеников нет у вас? Нет ни одного, кто бы поддержал. Я пытался, Мгм. я, в общем-то, подговаривал Мгм. записывать. Вроде соглашаются. Ну нет. Потому что, вы знаете, я тоже думаю, а как же получилось, что я занялся, видимо, я с этим родился. Ну все, спасибо за внимание, спасибо за сегодняшнюю очень интересную беседу. Всем салам алейкум. До свидания. Всего хорошего. Вам спасибо за вопросы.